Добрый вечер, дорогие телезрители. У нас в гостях консультант научно-исследовательского отдела архивного управления при правительстве Чеченской Республики Раиса Батаева. Маршалова Раиса. Тема нашего обсуждения – это события 20 века, 41-42 годы, начало Великой Отечественной войны. А какие события происходили на территории Чечено-Ингушетии? 30 июня 1941 года был образован Государственный комитет обороны, который возглавил Сталин, потому что нужно было переходить уже на военное вообще функционирование страны. И также Чечено-Ингушская республика перешла, конечно же, на военную, так скажем, структуру. 22 октября 1941 года был образован Грозненский комитет обороны, который возглавил секретарь обкома Коммунистической партии Иванов Виктор Александрович. И заместителем у него был генерал Малаев, очень в республике известный, достойный человек. Вошли в этот комитет министр МВД Албогачиев и Сытников, который командовал Грозненским пехотным училищем. Также его поставили затем еще и комендантом города Грозного, потому что Грозный переходил уже, конечно же, на военное положение, как и вся республика, как и все наше государство. Какие события происходили в военных комиссариатах? С первых дней на территориях всех и республиканского, и районных комиссариатов стояли добровольцы. И вы знаете, нам с вами нужно опровергать те слухи, которые говорят, что чеченцев заставляли, или было массовое дезертирство, уклонение, или что-то. Это опровергают и люди, которые присутствовали, и те воины, которые воевали. С первых дней около 17 тысяч ушло на фронт. Почти 12 тысяч было военнослужащих, которые в различных частях, и в основном, ну, как мы обычно говорим, и в Брестской крепости достойно встретили. И у нас есть Узуев Магомед, которому было присвоено звание Героя России. Во многих частях служили чеченцы, и мы гордимся ими. И вы знаете, мне нравятся вот слова, записанные. Это житель Гудермесского района Джамулаев. Он так говорит своему сыну. Это дословно записано у Филькина. Ты, мой сын, идешь на фронт, воюй честно. Домой тебя может привести только победа. Кстати, о том, как чеченцы воевали, очень много писем ведь шло. Грозненский рабочий пестрел просто вот благодарностями. Еще при жизни Хабашину Радилова, герой Кавказа, орел Кавказа. Очень много статей о нем было. О Маташ Мазаеве очень много. Или братья-танкисты. Статья так и называется «Братья-танкисты Алироевы, Хамид и Магомед». Это те, о ком уже тогда, в начале войны, очень много писалось в Грозненском рабочем. И вот мне хочется прочитать слова командующего 4-го кавалерийского казацкого кавкорпуса Кириченко, который уже тогда очень хорошо говорил о чеченцах. Это на редкость удивительные хлопцы, эти чеченцы. Они спрашивают только, что нужно сделать, а как выполнять задачу, решают сами. У меня и в корпусе почти 2 полка. Я за них спокоен. Необыкновенно смекалистые парни. Хорошо ориентируются на местности. Побольше бы таких бойцов. Они не подводят ни при каких обстоятельствах. Я думаю, это характеризует наших воинов с очень хорошей стороны. Не только физическая подготовка, но и смекалистость. И вы знаете, вот даже свой менталитет чеченцы с собой выносили на фронт. Потому что я вот когда читала слова об Али Гучигове, о котором очень хорошо говорил Иван Баграмян, который даже в минуту смертельной опасности не позволял себе проявлять слабость или трусость. Перед старшим он не показывал вот эти свои слабые стороны. Баграмян был очень удивлен. И до конца своей жизни Иван Баграмян, Конев, Хаджи Умар Мамсуров, они очень хорошо говорили, писали, оставили очень много воспоминаний о чеченцах. Иса Аплиев очень хорошо говорил, у него Дуда Ингинуев, полный кавалер орденов славы, был в его воинских частях. 255-й кавполк Мавлида Висаитова, который оборонял Сталинград. Вот эти воинские соединения, они очень хорошо проявили себя. Ну, конечно же, они все были в составе всего многонационального нашего народа. Одним единым порывом стали на защиту.
Мы никогда не отделяем себя от других народов. До начала войны у нас в нефтяной промышленности работало более 4000 чеченцев-ингушей. И в период войны эта цифра практически вдвое увеличилась, и много прибавилось еще женщин. Вот этот вклад промышленности Чечено-Ингушетии в достижение победы, насколько он значим? Он был очень велик, потому что на смену мужьям, братьям, которые ушли в Красную армию после 3 добровольных мобилизаций, на смену на заводы, на все вот эти оборонные предприятия пришли женщины-горянки, которые осваивали мужскую работу. Первое количество, это 200 горянок пришло, и они очень хорошо справлялись с этим. Мало того, работая днями на этих предприятиях, а работали допоздна, ночами женщин вязали, готовили посылки, подарки в Красную армию. Было отправлено огромное количество, 19 вагонов только подарков было отправлено. Женщины-горянки очень достойно повели себя. Сдавались фамильные украшения, которые передавались матерями, дочерьми и так далее. Вклад женщин был огромен. Работали, конечно же, и в сельском хозяйстве, ну и в промышленности тоже. Но народ горел желанием защитить свою родину, защитить свой Грозный и всю свою республику. Конечно же, все знали, что нефть Грозного, она была очень нужна. Война была войной техники. И, конечно, чтобы заправить технику, нужно было горючее. А горючее, мало того, что горючее выдавали, разрабатывали в КБ новые виды горючего, новые масла. Работали все. В сентябре, октябре решили уже, что нужно готовить защиту
внутреннюю и внешнюю, что уже Грозный, потому что немцы наступали, мы знаем. И когда не получилось взять Москву, Гитлер решил идти на Сталинград и на Грозный, потому что Грозный – это нефть, а Сталинград – это вены войны, если Грозный – кровь войны. Вот, и необходимость была обязательно взять. И, как сказал фельдмаршал Паулюс на Нюрнбергском процессе, слова Гитлера он озвучил, что если он не возьмет Грозный, нефть Грозного и Баку, нужно сворачивать войну. Это говорит об огромной значимости нашей нефти. Уже в 1941 году было понимание, что один из основных ударов придется по городу Грозный и по Баку. Первые оборонительные сооружения начали вокруг города строиться еще в 1941 году. И начиная с сентября по октябрь 1942 года пошла вторая волна строительства оборонительных сооружений. Кто этим занимался? Руководил этим всем это Грозненский комитет обороны, возглавляемый Ивановым Виктором Александровичем. Сооружения воздвигались и вокруг Грозного, и по республике. Они назывались внутренние и внешние кольца, так скажем. А сколько линий обороны было вокруг Грозного? Ну вот мы с вами обсуждали, что было 6 линий обороны вокруг Грозного. Вы знаете, выполняли и перевыполняли план. Вот я принесла вот наградные листы, вот оригиналы этих документов, вот они передо мной. Это документально зафиксировано, они имеют свой фонд, свою опись. И просто нужно прочитать документы, и это объясняет вклад тыловиков в дело Великой Победы. Они имеют, это документы Центрального архива Министерства обороны. Вы знаете, выполнить 100% план тяжело, а люди выполняли 400%, 300, 200. Я вот читала документы, подписанные Ивановым. В феврале, в марте, в апреле Иванов подписывал вот эти документы в 1943 году. Это медали, представлялись люди к медалям за доблестный труд и вручали медали людям. Вопросы трудовой мобилизации до августа 1942 года не было нормативно-правовых актов. На самом деле создавались трудовые батальоны. Это была мобилизация и уход из этих батальонов или с мест строительства. Это считалось дезертирством. Да. В 1942 году было постановление Совнаркома о порядке трудовой мобилизации. Трудовые отряды, которые действовали на территории Чечен-Ингушетии, сколько людей было мобилизовано и какие функции они выполняли? Вы знаете, первые цифры, которые я слышала еще
много лет назад, это было, что их было 11 тысяч мобилизовано. Ну вот, читая документы, я здесь читаю, здесь, что вот здесь только за один день, 7 сентября 1942 года, только по одному Грозному, их уже более 15 тысяч. И за один день 2 сентября. Поэтому затем пишут, что 14 сентября только с поселка Алды 500 человек, с села Бердыкель 200 человек, со Старой Сунжи, это прилегающий к Грозному район, 50 человек. Это были же не последние цифры. Мобилизация, она возобновлялась еще и еще раз. Поэтому точное количество, я даже так вот, читая вот эти документы, я так и не определила, сколько их было. Потому что массово было. Мобилизован был весь транспорт. Все вот это лошади, живой транспорт, да, называется он. Тот, что уже остался после того, как шла мобилизация на воинские части. Кстати, участники трудовой армии по указу президента нашего государства было разрешено приравнивать к ветеранам войны. И мне очень приятно, что в моей 4-й книге памяти, над которой мы, архивное управление, работаем, они будут вводиться на общих правах с ветеранами войны. Без тыла армия слаба. Нужен был очень сильный тыл. И грозненцы, и все население бывшей ЧССР, они очень хорошо помогали Красной армии. Кроме нефтяной промышленности, ведь на территории Грозного, как вы сказали, много было других промышленных объектов. Очень много, Да. очень. И они производили военную продукцию, около 90 видов. Что именно производилось в Грозном? Вот завод «Красный молот», я упоминала «Красный молот», «Красный труд», «Красная кувалда». Ну, было очень много заводов. И кроме того, что ремонтировали технику, потому что враг подступал, уже подлежало все ремонту, ремонтировали, затем боеприпасы. Мало того, я вот читала, что документально за один день 500 мин изготовили. Это очень много. 500 мин – это огромное количество. В Грозном производились минометы. У него подставка есть. Да. Потом прицелы нужно издавать. Это очень трудоемкая работа. Так как ушли, нужно было еще воспитать другие кадры же. Вот когда становились и женщины, сделать прицел для миномета, человек, который не разбирается или неграмотный, это невозможно. Поэтому хорошо, что у нас выросла советская власть, воспитала грамотных людей.
1942 году уже немцы подошли к границам Чечено-Ингушетии. В августе 1942 на территории Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана введено военное положение. И мы знаем, еще с 1941 года на территории Чечено-Ингушетии создавались истребительные батальоны. Какие функции они выполняли в условиях военного времени? Истребительный батальон, это, честно, это особое внимание нужно уделить, потому что они выполняли огромную работу. Они и патрулировали, и охранной работой занимались. И вот вы знаете, у меня даже документ, который мне хочется показать, это Асват Магомадов, житель селения Нажаюрт, входит в состав истребительного батальона Нажаюртского района. Эти истребительные батальоны, их было большое количество, они не только контролировали Грозный, они также были по районам, по всем районам. Вот он представитель Нажаютского района. Например, в Грозном они смотрели и какие-то дома оставленные, контролировали все. И охранные патрулировали, школы проверяли, какие-то заброшенные дома проверяли. А по селам они были связаны с администрациями сел. Кстати, ими было очень ликвидировано много парашютистов, диверсантов. Они функционировали в рамках деятельности НКВД, истребительные батальоны, трудовые отряды, трудовые батальоны. Всех их курировала НКВД. Да, конечно. Период, когда враг подошел к границам Чечено-Ингушетии. Есть такое расхожее мнение, что грандиозной битвы за Грозный не было. Хотя был создан особый Грозненский оборонительный район. Стянуты были огромные силы. Вот северное направление Закавказского фронта насыщалось национальными дивизиями, грузинскими, азербайджанскими, армянскими. Со Средней Азии была 389-я дивизия, обороняла правый берег Терека. 402-я азербайджанская обороняла рубежи Терека. 416-я азербайджанская и 414-я грузинская, она воевала в направлении Малгобека. 416-я воевала уже на левом берегу реки Терек. 4-й казачий кавалерийский корпус Кириченко, в котором много было чеченцев. Да, и 3-я мобилизация была именно в этот корпус. Такое насыщение войсками. И часто приходится читать такие опусы, что вот на Грозненском направлении значительных сил немцев не было. Вот у меня есть вот такие данные.
на Грозненском направлении 1 сентября 1942 года действовал 40-й танковый корпус, входивший в состав 1-й танковой армии Клейста. В составе корпуса было 8 дивизий, из которых 3 танковые, 1 моторизованная, 3 пехотные, 1 горнострелковая дивизия «Румын» и также отдельный полк Бранденбург, дивизия СС «Мертвая голова». Это все войско стояло на рубеже Терека. И преимущество в воздухе, в танках, в моторизованных частях у немцев оно было многократное. Тем не менее, они не прошли через Терек. И одним из факторов была та подготовительная работа. Каждый день шли разведывательные полеты. У меня есть вот данные 402-й стрелковой дивизии, она так называемая азербайджанская. И вот здесь каждый день идут вот такие донесения в штаб 44-й армии. Например, 9 октября 1942 года КП дивизии располагалась в селе Зибар-Юрт. Над КП в течение дня было 5 одиночных самолетов вылетов противника. В 12:20 легкий бомбардировщик противника обстрелял пуль огнем батарею в районе Нижний Наур. Сброшенные листовки. Враг в это время увидел, насколько сильно с северного направления Грозный подготовлен к обороне. Это противотанковые ежи, это многочисленные доты, это дзоты, это артиллерия. Первая попытка прорваться с северного направления на Грозный была принята 30 августа. Был захвачен плацдарм на правом берегу реки Терек между селами Мундар-Юрт, современная Знаменская, и Бена-Юрт. 200 человек под дымовой завесой при артподдержке перешли, но 389-я стрелковая дивизия опрокинула их в Терек, то есть они были уничтожены. И дальше было понятно, что преодолевать Терский хребет вот с такими сильными укреплениями, танками практически невозможно. Была предпринята попытка обхода по Сунже. И мы знаем этот маневр как Моздокско-Малгобекская операция. Какая роль этих сражений в Великой Отечественной войне? В нашу книгу «Память», в которую вошли все национальности, населявшие бывшую часть СССР, вот как раз и говорит о том многонациональном порыве. И КАП-дивизион Саки Висаитова, кстати, он был награжден медалью за то, что добровольная мобилизация была. И он добровольцев привел в 4-й КАП-корпус Кириченко. И дивизион Саки Висаитова, обходной маневр он совершил через буруны, пески, и наносил огромный ущерб немецким войскам. Даже чтобы лошади не вязли в песке, они придумали завязывать копыта лошадям. И вот через шелковские буруны они наносили огромный ущерб немцам в тылах у них. Вот они бои шли под самолетами, под обстрелами. Конечно же, не имея ни воды, это все вот эти буруны, солончаки были.
Когда Советский Союз распался, образовалось много разных государств, идет разная интерпретация. Но работая в архивах с документами, есть понимание, что был большой единый механизм. Все народы Советского Союза вкладывались в эту победу. И битва за Кавказ, битва за Грозный показывает, насколько был сильный вклад национальных дивизий. Вот я специально для нашей передачи привез сюда документы деятельности 402-й стрелковой дивизии азербайджанской. Она формировалась на территории Азербайджана, в городе Ханкинди. Говоря об обеспеченности этой дивизии, наличии автотранспорта, норма положенности автомобилей здесь 5, 59, фактически 40, на ходу 18. Здесь есть приказ управления тыла 45-й армии от 22 июня 1942 года командиру 402-й стрелковой дивизии. В целях использования гражданского транспорта на случай военных действий немедленно свяжитесь с горвоенкоматом и возьмите на учет в месте постоянного расквартирования и в окрестностях весь наличный авто- и гужевой транспорт, который можно будет использовать для подвоза грузов. 402-я дивизия, она дислоцировалась с села Адуюрт, Кень-Юрт до Верхнего Наура и в сторону Терского хребта, это Маковкин, Горогорск. На территории своего расположения у них норма положенности автомобилей ГАЗ-АА полуторки 0, а фактически 61. Из них на ходу на 15. То есть это в соответствии с тем же приказом было изъято у государственных, у гражданских учреждений. Разговаривая со стариками, очевидцами тех событий, они говорят, что были сложности, вся техника, весь гужевой транспорт ушел в Красную армию, и уборка урожая, и сев, они очень сильно усложнялись тем, что не было ни гужевого транспорта, ни техники. А сажать нужно было, Да, кормить надо да. было. И Красную армию, и тыловиков. Работая в архивах, я вот наткнулся на такой документ. 402-я дивизия располагалась на правом берегу реки Терек, в селах Нижний Наур, Мекень-Юрт, Кень-Юрт, Верхний Наур. И 30 ноября 1942 года дивизия маршем выдвинулась на левый берег Терека. Официально считается, что контрнаступление было начато только с 1 января 1943 года на Кавказе, но реально контрнаступление на северном направлении Закавказского фронта, оно началось 30 ноября 1942 года. И вот боевое донесение номер 017. Штаб-полк 833, населенный пункт сборной 18:00 4 декабря 1942 года. В течение дня противник неоднократно танками всех смешанных типов контратаковал боевое расположение полка общей численностью около 70 танков. Первый стрелковый батальон был атакован 6 раз 40 танками и ротой автоматчиков. 5 атак противника были отбиты батальонами. В последней 6-й атаке противнику удалось окружить батальон, зверски обстреливая из пушек и пулеметов и из танков при поддержке 2 мин батарей с района Потихонин и высоты 115,4. При атаке были подбиты 14 танков.
батальон имеет потери более 60%. Часть людей противник силой оружия посадил себе на танки и с бойцами 3-го стрелкового батальона 1374-го полка, это 416-я азербайджанская дивизия. У этого полка очень знаменитая история. Полк был награжден орденом Богдана Хмельницкого. И 416-я азербайджанская стрелковая дивизия участвовала в Берлинской битве. Они захватили Бранденбургские ворота, дворец кайзера и Министерство иностранных дел. Мало того, что Кавказ защищали кавказцы, они еще и там Да, были. они начинали свой боевой путь отсюда, с Да. берегов Терека. И вот такие достижения. Но в этот момент бойцы 3-го стрелкового батальона 1374-го полка 416-й дивизии были увезены в тыл, то есть остатки тех, которые сражались, у них закончились боеприпасы. Люди дрались героически, стойко, отважно стреляя из всех видов оружия по танкам. Некоторые бойцы-командиры погибли на боевом посту героически. 4-го к этому времени в 12:00 3 раза с 3 сторон более 35 танками был атакован 2-й батальон. Вот. В течение дня, отбивая танковые атаки противника, батальон подбил 9 танков и 1 бронемашину. Написано: боеприпасов в полку менее четверти боекомплекта. Полк нуждается в снарядах для пушек и ПТР. Полк не обеспечен продовольствием 2 дня. Занимает круговую оборону и производит окопно-оборонные работы. Читая архивные документы, мы понимаем, что там происходили большие, значительные сражения. Вы знаете, вы вот сказали о полуторках, я вспомнила, что уроженец села Мундар-Юрт, который работал на Малгобек нефть, он на этой полуторке, ну, она тоже была мобилизована, он уезжал на линии Малгобек. В его машине спрятался его 13-летний, это Якубов Бога, сын его спрятался, 13-летний мальчик Умар. И когда уже приехал в часть, он увидел, что единственный сын с ним приехал воевать. Кстати, он до конца так с отцом и воевал. Отец научил его, оружейным мастером он был, но принимал участие в боестолкновениях Умар. И даже был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Как раз в составе 9-й стрелковой бригады воевал Бога. Тоже был награжден за боевые заслуги медалью, за победу над Германией. Это значимо тоже, что шли семьями воевать, что родину свою защищали. Немцы планировали взять Грозный 17 сентября. Примерно 10 октября они поняли, что им придется отступать. Грозный захватить не получится. С 10 по 12 октября шли интенсивные бомбежки нефтепромыслов, Да. промышленных предприятий Грозного. Считается, что в период Великой Отечественной войны ни на Кавказе, ни в Закавказье такой интенсивности бомбежек не подвергался ни один другой населенный пункт, как Грозный. Когда немцы уже поняли, что Грозный им не взять, что они остаются без горючего, решили уничтожить Грозный. И население, которое было мобилизовано, вот эти вот наши истребительные батальоны, они ведь тоже входили туда. И вот, готовясь к передаче, вчера, читая вот эти вот строки, когда все эти резервуары огромные, наполненные нефтью, когда это при авианалете попадали вот снаряды, нечеловеческими усилиями были защищены эти резервуары. Ведь когда уже шла бомбежка, все было направлено на то, чтобы не осталось ничего для Красной Армии. Поэтому народ был мобилизован, и эти истребительные батальоны, и военные части, но большей частью вот пожарники. Люди подходили очень близко, настолько, что лицо, кожа не выдерживала. Успевали подвести транспорт, чтобы быстро вскопать. Песок был применен. Загородить, быстро вскопать ров, чтобы огонь дальше не пошел. Желание все-таки огромное было защитить не только свою республику, но и вот эту нефть, которая нужна была. Люди все понимали, что нужно спасти. И помогали, и спасали. Я читала наградные листы
подписанные и Тюленевым, и Ивановым. Их представляли к орденам Красного Знамени, Красной Звезды ордена были. И очень многие посмертно. Вопрос подвига и предательства на войне, он очень актуален. Подвиг и предательство. На войне они всегда присутствуют рядом. Читая архивные документы, часто сталкиваешься с проявлениями и подвига, и предательства. Ну, человек, он многогранен, поэтому никогда нельзя обвинять целые народы. Мы для приближения Великой Победы все сделали, вложили все человеческие и нечеловеческие средства были мобилизованы. От самой Терека, как писал Мавлид Рисаитов, и до Эльбы дошли. В Бресте показали себя достойнейшим образом. Мы маленький народ. Мы в составе огромного государства, маленький народ. И мы такой вклад несли. Если нас было 500 000 только, а только в военных частях, воинских частях нас было 50 000 или около, или более 50 000. Вот это все, вот это трудовое наше достижение. Неужели этого мало? Дорогие телезрители, это была передача «Наследие» с консультантом научно-исследовательского отдела архивного управления правительства Чеченской Республики с Раисой Батаевой. Адиквер Масери. До новых встреч.